Депутат Народного собрания парламента Абхазии Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля 2019 года. Ему был поставлен диагноз вирусная пневмония. Несмотря на то, что из Москвы поступает информация о том, что состояние его здоровья стабильное и Аслан Бжания идет на поправку, в обществе существует серьезная обеспокоенность по этому поводу. Кроме того, ситуацию обостряют высказывания некоторых представителей оппозиционных сил о том, что Аслан Бжания якобы подвергся внешнему воздействию. В частности, такого рода заявления прозвучали на недавней пресс-конференции руководителей оппозиционных политических партий и общественных организаций. Начальник штаба Хишба озвучил официальную версию, диагноз Георгиевича, затем допустил возможность, внешнего влияния на его здоровье. Затем пошли выступления, и некоторые, и каждый из нас не осуждает, если у человека какое-то мнение появилось, но надо сначала, во-первых, обосновать это мнение, прежде чем озвучивать. Дальше, высказывать конкретные адреса, кто, где, почему мог это сделать. Наши друзья были участниками, наши коллеги были участниками этой пресс-конференции. Если они знают что-то, что мы не знаем, нам бы хотелось, чтобы они с нами поделились. И мы рядом станем. Если есть на это основание, мы все рядом с ними станем. Если нет, то надо просто немножко следить за собой и не торопиться с высказываниями, с выводами. Присутствовавший на заседании министр здравоохранения Тамас Цахнаки рассказал депутатам о состоянии здоровья Аслана Бжания, отметив при этом, что с первого дня его госпитализации Министерство здравоохранения Абхазии и России тесно контактируют и обмениваются информацией по этому вопросу. Однако Минздрав Абхазии не имеет полномочия обсуждать диагноз и вмешиваться в лечение Аслана Бжания. Мы буквально в ежедневном режиме, общаясь, они информировали о том, что да, состояние стабильное, проходит лечение в полном объеме. Мы направили в том числе и письменное обращение в Министерство здравоохранения России. Я непосредственно разговаривал с Вероникой Игоревной Скворцовой. Устно по телефону мы обсуждали и этот вопрос в том числе. Сегодня им нарочно уже вручат этот документ, и, безусловно, на него будет получен письменный ответ. Мы также посредством Минздрава России получили соответствующий документ с самой больницы, где сказано о том, что пациент находится в стационаре, ему проводится все необходимое лечение. Однако они на данный момент, на сегодняшний день, нам не формулируют диагноз, поскольку в соответствии со статьей 13 Федерального закона об охране здоровья граждан, факт обращения гражданина, нахождение в медицинской организации, диагноз составляет врачебную тайну. Не допускается разглашение врачебной тайны без согласия пациента. Пациент такого согласия не дал. Поэтому мы получили общую информацию о том, что состояние его стабильное, он проходит лечение в полном объеме. Никаких иных факторов, причин, которые могли бы усугубить его состояние в момент поступления, дополнительно помимо озвученного диагноза, нам предоставлено не было. В данной ситуации необходимо тщательно разобраться, считают депутаты Народного собрания. При необходимости подключить соответствующие структуры и ведомства и ответить на волнующий всех вопрос, в чем причина болезни депутата парламента и лидера оппозиции Аслана Бжания. На уровне пресс-конференции озвученное отравление должно быть сигналом ко всем правоохранительным органам для того, чтобы, начать доследственные проверки. Это наш гражданин, это депутат парламента. Его диагноз, предварительный он, непредварительный или окончательный, никакой врачебной тайны составлять не должен для следствия. Может, кто-то из соратников поедет тоже вместе с ними туда и поговорить с родственниками, поговорить с представителями этого лечебного учреждения.
И нам надо получить информацию. Как было отмечено на заседании, определить и озвучить диагноз депутата Аслана Бжания необходимо в кратчайшие сроки, дабы не допустить спекуляций на эту тему с целью нагнетания политической напряженности и дестабилизации обстановки в стране накануне предстоящих президентских выборов. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.